Казалось бы, обычный ритуал спортсмена, для него уже мини-подвиг. Надеть куртку после изнурительной тренировки одной рукой. Единственная, оставшаяся после детской травмы, теперь будто стальная. Но есть где и варьируется до 4 тренировок в неделю и максимум до 5. Как удается быть на коне в таком бешеном ритме? Лишь один из феноменов еще одного крымско-татарского доблестного Амитхана. В конце прошлого года он приезжает из Румынии с золотом чемпионата мира. Спустя несколько недель солирует в Орле на чемпионате России. Это практически нереально, потому что человек после колоссальной нагрузки соревнований уровня чемпионата мира должен некоторое время восстановиться. Соответственно, должен потерять время в подготовке. То есть из месячного периода остается меньше времени. Возможно, для кого-то нереально, а для Амитхана Абдураманова это норма. Победа на чемпионате страны оказалась третьей подряд для крымчанина. В его послужном списке звание мастера спорта международного класса не только России, но и Узбекистана. Дома у каждого спортсмена есть специальное место, условный стенд, на котором он хранит свои медали. У Амитхана таких уже 45, причем далеко не всегда размер наград. Их гравировка соответствует тому количеству сил и энергии, которое спортсмен израсходовал для завоевания той или иной медали. Амитхан Абдураманов, отдыхая между подходами на тренировке, освежает в памяти перипетии поединков чемпионата в Орле. Бескомпромиссная схватка в дебюте, состязание духа со старым знакомым из Челябинска в финале, который не может отнять у крымского железного борца золото несколько сезонов подряд. Впервые пришлось нам с ним бороться в борьбе верхом, и, соответственно, в атакующей его манере я его руку также положил к подушке. Простые слова, не что иное, как скромность спортсмена. Посмотрите, как эта жесткая схватка выглядела в жизни, а не в пересказе чемпиона. Примерно так же за честь Крыма Амитхан сражался в финале чемпионата мира. Как удается выдерживать такой уровень стабильности? На самом деле это колоссальный труд, за которым скрывается очень многое, что, собственно, и даже те же самые травмы, которые приходилось своевременно и быстренько, как говорится, в порядок приводить, чтобы опять вставать в строй. Ну и, конечно, колоссальные вот эти нагрузки на тренировках. Тренировки Амитхана Абдураманова всегда вызывают в спортзале повышенный интерес. То, что человек не сдается даже при каких-то жизненных обстоятельствах, идет вперед до конца. Спортсмены тоже должны отдыхать, даже железные. Вот и новый народный герой устроит себе небольшую передышку. Совсем скоро его ждет чемпионат Европы по армрестлингу. Прошлый сезон позволил Амитхану стать лучшим спортсменом страны в пара-армрестлинге. Но чемпион не спешит отдыхать на лаврах. Еще надо набрать форму и, соответственно, выступить должным образом, чтобы стать чемпионом. Тарас Брезицкий, Артур Чалый, телеканал Милет.